Как ни странно, о башкирском поэте XIX века Али Чукури больше знают за границей, чем у себя на родине. Поэтому дадим слово зарубежным исследователям. Германский историк Михаэль Кемпер писал: Мухаммад Али бен Салих бен Абдаллах бен Шариф бен Киик аль-Чукури принадлежал к старинному благородному роду. Чукури чувствовал свою принадлежность к башкирскому племени Иректы. Его предок в 20-м колене Майкы-бей был военачальником у Чингисхана. Американский исламовед Ален Франк продолжает. Мухаммад Али ибн Салих ибн Абдаллах ибн Шариф ибн Киик аль-Чукури аль-Булгари родился в 1826 году в деревне Иске-Чокор Бирского уезда Уфимской губернии. Он родился в семье богатых башкир с традициями служения российскому государству. Его прадед Шариф был старшиной и был награжден в 1774 году Екатериной II за преданную службу, предположительно в борьбе против повстанцев в Пугачевском восстании. В самом деле, прадед поэта Шариф Кииков был командиром партизанского отряда в корпусе Михельсона и отличился в подавлении пугачевщины, за что получил золотую саблю из рук императрицы. Впоследствии Али Чукури написал ей посвящение, в котором горько осуждал деятельность своего предка. Ален Франк рассказывает о некоторых фактах его биографии. С 1833 по 1847 годы Чокры учился в разных медресе в Бирском и Мензелинском уездах. В 1849 году Чокры обучался в Бухаре, но смерть отца в том же году заставила его вернуться в Башкирию. Между 1849 и 1852 годами он посещал медресе Хариса ибн Нигматуллаха Тукаева, Стерлибашева, и преподавал там некоторое время вместе с другим своим одноклассником, суфийским поэтом Шамсаддином Заки. В 1852 году он вернулся в свою родную деревню, чтобы стать имамом. Он совершил хадж 4 раза. Первый раз в 1872 году. Отец Аль-Чукури был суфийским шейхом и принадлежал братству Накшбандия Муджаджидия, чья духовная линия восходила к выдающемуся индийскому шейху XVI века Ахмеду Сирхинди, прозванному обновителем второго тысячелетия. Членом этого ордена в молодые годы стал и сам Аль-Чукури. Михаэль Кемпер пишет: Чукури, благодаря своим многочисленным суфийским упражнениям, уже в молодости имел различные видения и даже мог совершить некоторые исключительные, чудесные поступки, которые вполне сопоставимы с милостивыми чудесами старых мастеров. Что касается его литературного творчества, то, как пишет Ален Франк, Али Чукури известен как один из самых плодовитых суфийских поэтов Волго-Уральского региона XIX века, но также как автор многих прозаических произведений. Некоторые его работы были опубликованы еще при жизни. Наиболее известное стихотворное произведение Али Чукури называется «Шам-аз-Зия» — «Сияние свечи». Среди других значительных работ – комментарии к произведениям таких выдающихся суфиев, как Юсуф Бакыргани и Аллахияр. Из исторических трудов наибольшую известность получило его сочинение «Тарих и Булгария Яки Такриб и Гари», являющийся комментарием к популярной в Урало-Поволжье истории Булгарии Хисамиддина бен Шарафуддина. Он был также автором стихотворного шежере, то есть родословной своего рода. Путешествуя, наш предок Майкы-бей дошел до горы, называемой Урал. На реке Миас выбрал себе место, где башкиры основали свой юрт. И владели этим юртом, и родичами нам будут все те, которые именуют себя родом Каратабын. Михаэль Кемпер пишет: в своей превосходной поэзии он не только выражает готовность к мирному совместному проживанию с русскими, но и формирует решительный булгарский патриотизм мусульман Поволжья и Приуралья в условиях русского господства. Произведения Чукури демонстрируют его непоколебимую веру в культурный и общественный потенциал мусульман Российской империи. В 1889 году Али Чукури покинул этот бренный мир. Его жизнь нельзя было назвать легкой.
Всю жизнь, чтобы прокормить свое семейство и содержать мечеть и медресе, ему приходилось промышлять рубкой леса и содержанием пасеки. Он умер, оставив после себя многочисленных учеников, самым достойным из которых был его сын, разрушивший известную истину о том, что природа отдыхает на потомках гениев. Арифуллах продолжил подвижническую деятельность отца, стал не менее известным суфием, поэтом и историком.